Первый хлебозавод стойко выдерживает конкуренцию на чеченском рынке третий год подряд. Успешный инвестпроект сегодня работает не в убыток себе, а с прибылью. Выработка сегодня – это 11 наименований хлеба и 14 кондитерских изделий. И еще план выйти на российский рынок. Только не с хлебом и пирожными, а с макаронами. Гордость первого хлебозавода – 1,5 тонны изделий в сутки. Здесь производство не стоит и секунды. У нас в кондитерском производстве стоит линия Евролайн, которая в нашей республике – это единственная линия, автоматическая линия. В среднем мы выпекаем за смену, за 12 часов 8-9 тысяч слойки. В среднем. Все упаковывается. На каждой упаковке есть этикетка, дата, энергетическая ценность, дата выработки, время хранения. В республике уже есть чем гордиться. В октябре 2013 года в Итумкалинском районе была создана особая экономическая зона. На ее территории идет строительство всесезонного курорта «Ведучи». Общий объем инвестиций составит 38 миллиардов рублей. Освоение территории объема финансирования предполагается осуществить в 3 этапа – с 2015 по 2025 годы. Всего в 2014 году на территории республики было реализовано 23 инвестиционных проекта на общую сумму 13 миллиардов рублей. Можно назвать такие проекты, как новый кирпичный завод, комплекс Аргун-Сити, например. И ряд проектов, они являются переходящими, то есть в 2015 году они находятся на стадии реализации, а завершение будет в 2016 либо в начале 2017 года, то есть проекты масштабные. 11 инвестиционных проектов будет реализовано уже в этом году. Санкции кризиса их не коснутся. В ближайшее время руководство Чечни планирует создать еще 3 экономические зоны. Это межрегиональный автомобильный кластер Аргун-Черкесск-Ставрополь, часть территории Сунжского района и портовая зона на базе воздушного узла Грозный. Есть много инвесторов, как турецких инвесторов, так корейских инвесторов, так российских инвесторов, которые приехали в республику, инвестировали, запустили свое производство. Также мы ведем переговоры с рядом иностранных компаний, которые тоже уже провели какую-то работу, мониторинг, анализ рынка и уже созрели для инвестирования в нашу республику. Только за 9 месяцев предыдущего года общий объем инвестиций в основной капитал составил более 19 миллионов рублей. По сравнению с 2013 показатели выше на 21%. Причем в этом общем объеме средства субъектов малого предпринимательства занимают аж 47%, бюджетные средства – 31%. Как заверяют региональные власти, строительство начатых инвестпроектов в связи с кризисом заморожено не будет. Это значит, что все они будут сданы в установленные сроки. Левтина Бонадыкова, Халид Марсаев, Абубакар Абазов. Новости.